Всем здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего вебинара – продвижение библиотек региона средствами единого информационного портала библиотек Удмуртии, работа с контентом и перспективы развития. Хотелось бы напомнить о том, что портал библиотек Удмуртии – это корпоративный ресурс, участниками которого являются общедоступные муниципальные библиотеки республики. Не в каждой республике Российской Федерации есть такие корпоративные объединения библиотек, а в каких-то регионах корпоративные ресурсы берут только свое начало, заимствуя опыт у коллег, в том числе и с информационного портала Удмуртской республики. Ведь на создание, развитие и поддержку корпоративного сайта нужны финансовые, кадровые и временные ресурсы. Для того, чтобы библиотеки имели возможность безвозмездно участвовать и взаимодействовать на портале, продвигать как центральную библиотеку, так и каждую библиотеку-филиал в отдельности, получать опыт и бесплатное обучение в рамках портала, ведется непрерывная работа специалистами Национальной библиотеки. Единый информационный портал библиотек Удмуртии создан и работает уже с 2012 года, то есть 8 лет. За это время портал усовершенствовался, добавились новые функции, разделы. В начале 2018 года прошла полная реконструкция ресурса. Специалисты Национальной библиотеки за это время приобрели многолетний опыт в работе с ресурсом, а также опыт в работе взаимодействии с библиотеками-участницами портала. А библиотеки, в свою очередь, освоились на когда-то для них новом ресурсе, а затем стали полноценными участниками портала, изучили основные требования и правила, и большая часть библиотек стали более активными. Цель объединения библиотек – корпоративный ресурс. Цель создания портала и объединения библиотек на этом ресурсе – это прежде всего повышение эффективности работы библиотек в интернет-среде, расширение ассортимента и повышение качества услуг, предоставляемых пользователям в электронном виде. Проще говоря, портал позволяет библиотекам заявить о себе в интернет-среде, прежде всего, особенно сельским библиотекам и библиотекам-филиалам, которые чаще всего не имеют собственных сайтов и интернет-ресурсов. Получить дополнительную возможность предоставить пользователям услуги в электронном виде, в единой информационной точке выхода на ресурсы библиотек. Предоставляет наиболее актуальную информацию о направлениях деятельности и услугах библиотек, создавая единую информационную среду для накопления опытов и материалов. Эффективность участия библиотеки на портале. На сегодняшний день библиотеки-участницы портала обладают правами публикации материалов в своих разделах, имеют возможность обновлять и дополнять главную страницу своей библиотеки, создавать новые разделы и даже менять дизайн. Все эти изменения могут происходить под модерацией сотрудников Национальной библиотеки, но первоначальные идеи и предложения изменений на персональной страничке выносятся библиотекой-участницей портала. И на это хочется обратить ваше внимание. Каждая библиотека может сделать свою страничку на портале интересной и удобной для пользователя и в своем роде даже уникальной, благодаря возможностям реконструкции и обновления дизайна. И не менее важно, эффективность участия библиотеки на портале во многом зависит от активности библиотеки. Новости библиотеки, материалы по прошедшим событиям и мероприятиям, работа клубов, центров, ресурсы, информация о предоставляемых услугах – это все то, чем привлекает современная библиотека пользователей через интернет-пространство. Это то, чем библиотека заявляет и рассказывает о себе. Чем активнее ведется работа, тем живее и актуальнее выглядят страницы этой библиотеки на портале. Такой контент в результате вызывает интерес не только у пользователей, но и у коллег, а также вышестоящего руководства. Тем самым поднимаются рейтинги библиотеки. И здесь же хотелось бы обсудить последние разработки, которые прошли на портале в этом году, в 2020. Они напрямую связаны, направлены на повышение эффективности участия библиотек. Это доработка главных страниц ЦБС. Изменение структуры, размещение новых разделов, модулей, блоков, где самым важным изменением стало то, что на главную страницу ЦБС были вынесены библиотеки-филиалы
Вот так это выглядит, с удобным для пользователя переходами на информацию о мероприятиях и событиях, происходящих в этих библиотеках. Как только появляется материал с тегом наименования библиотеки, например, материал про события в Булайской библиотеке, Увинской ЦБС, и в материале проставляется соответствующий текст «Булайская библиотека», так сразу ссылка на главной странице ЦБС «Булайская библиотека» стает активной. То есть вот она встает такого цвета. Ссылка стает активной, и когда пользователь переходит по этой ссылке, он попадает на страничку, где собраны все материалы, которые были опубликованы с тегом «Булайская библиотека». Вот так они собираются удобно. Это на самом деле очень удобно для пользователя видеть информацию о жизни библиотеки, собранную в одном месте, а также позволяет любой библиотеке, не имея, собственно, сайта интернет-ресурсов, заявить о себе в интернет-пространстве, накапливая год за годом информацию о важных событиях в виде фото и текстовых материалов. Большое значение здесь имеет работа Центральной библиотеки. Хотелось бы повториться, насколько часто они подают информацию о событиях библиотек филиалов и подают ли вообще. Вполне понятно, что иногда в составе ЦБС бывает более 10 библиотек, и подавать информацию о жизни и мероприятиях каждой из них в виде готовых материалов на портал, это требует наличия кадровых и временных ресурсов. Но многие ЦБС вполне успешно решают эту задачу. И здесь хочется отметить тех, кто активно подает информацию о событиях библиотек филиалов. Это Алнашский, Болезинский, Вовожский, Глазовский, Граховский, Ебёский, Игринский, Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Можгинский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский и Каменский районы и города Глазов и Сарапул. Это те библиотечные системы, на главной странице которых почти все, а у кого-то даже абсолютно все библиотеки-филиалы имеют уже активные ссылки, что означает, что по ним уже опубликованы материалы с соответствующим тегом, и постепенно собирается информация об их деятельности, мероприятиях, уже узнают пользователи. Кто не нашел свою ЦБС в этом списке, думают, сделают соответствующие выводы для дальнейшей эффективной работы на портале и все-таки дадут шанс библиотекам-филиалам через портал заявить о себе. Также на главных ЦБС, на страницах ЦБС в новых модулях и блоках появились ссылки с переходом на странички, куда хотелось бы привлечь внимание пользователей о работе клубов при библиотеках, публикации о библиотеках, также баннеры к различным крупным мероприятиям библиотек и районов в целом. Где-то обновились фото в библиотеке на главной, вот очень хорошо сделали Воткинский район. Обновили фотографию. Все это, конечно, напрямую отражается на эффективности работы ЦБС на портале, на показателях статистики в том числе. И кроме показателей статистики, при активной работе на портале у сотрудников ЦБС растет опыт и в написании грамотного контента, умение передать самые важные моменты из жизни библиотек виртуальным и реальным читателям, напомнить о себе, вызвать интерес в современной библиотеке. Давайте обратим внимание на таблицу активности, которая находится в личном кабинете каждой ЦБС. В верхней части таблицы мы видим наших лидеров по написанию и подаче материалов, обновлению контента и в целом активном участии на портале. Вот это верхняя часть таблицы. Безусловный лидер у нас Увинская ЦБС, активное участие, живая страница, большое количество материалов от сельских библиотек и, соответственно, из 20 сельских библиотек Увинской ЦБС 16 имеют активные ссылки. То есть сотрудники ЦБС успевают собрать, обработать и отправить материалы не только о своей центральной библиотеке, но и о сельских библиотеках. Тем самым дают возможность пользователям узнать о мероприятиях, работе клубов и в целом интересной активной жизни сельских библиотек, большинство из которых не имеют собственных сайтов и интернет-ресурсов. И это большой вклад в развитие сельских библиотек. Отчет об активном участии, развитии, вкладе и продвижении библиотек, филиалов отдельными ЦБС будет подаваться в конце года в Министерство культуры. В нем будут особо отмечены активные участники портала ЦБС, которые находятся в верхней части таблицы.
И еще один очень важный момент. Те библиотеки, кто активно работает с материалами 90% пишут грамотно, интересный, соответствующий требованиям и правилам портала контент. Их материалы, как правило, беспрепятственно уже проходят модерацию, в очередной раз пополняя копилку событий из жизни мероприятий библиотечной системы. Регулярность работы с порталом дает необходимый опыт для написания грамотного и интересного контента уже не только в рамках портала, на самом деле, но и в целом на любом из интернет-ресурсов, будь это собственный сайт библиотеки или любой другой ресурс или интернет-проект. Итак, подытожим. Эффективность работы на портале зависит от активности участия библиотек, регулярности и активности в подаче материалов о работе и мероприятиях сельских и районных библиотек, городских библиотек и библиотек филиалов, работы над ошибками, взаимодействие с модераторами портала, изучение справочного материала, обновление и дополнение своих страниц на портале. Перспективы развития портала как единого корпоративного ресурса библиотек Удмуртии. Изначально портал создавался с целью дальнейшей самостоятельной публикации библиотеками материалов без модерации. Специалистами Национальной библиотеки предполагалась только общая актуализация и реконструкция портала по необходимости, техническое обслуживание портала, обучение и организационная работа. Но, как показала практика, самостоятельное изучение справочных материалов и публикация текстов в едином стиле без модерации редакторов, это стало невозможным даже за 8 лет работы портала. Для того, чтобы библиотеки научились самостоятельной работе на портале и чувствовали себя полными хозяевами на своей странице, ежегодно проводятся семинары и учеба. Но на сегодняшний день к автономной самостоятельной работе готовы только 2-3 ЦБС. Задача выйти на уровень автономной работы ЦБС остается по-прежнему. И в ближайшее время большое внимание будет уделяться именно правильному пониманию работы с контентом на портале. Это в помощь будут и личные консультации, и дополнение справочных материалов, и обучение. Теперь мы перейдем к работе с контентом, непосредственно основные правила, анализ ошибок. Прежде чем перейти к обзору основных правил написания контента на портале, а также к разбору наиболее часто встречающихся ошибок в текстах, хочется еще раз напомнить о том, что порядок оформления материалов и все основные правила создания контента прописаны в справочных материалах, которые есть в личном кабинете каждой из библиотек-участниц. По разделам «Контакты», «Отделы», «Публикация библиотеки», «Центры», «Музейные комнаты», «Клубы» и «Любительские объединения», которые у нас находятся в разделе «Приглашаем посетить». Основные требования к размещению информации в них – это лишь соблюдать ранее установленный формат, то есть смотреть, как ранее публиковались там материалы в этих разделах, соблюдать стили, шрифты и форму заполнения, следить за актуальностью информации, то есть регулярно ее обновлять. Сроки размещения материалов, новости, за 5 дней до запланировано событие. Архив событий в течение 3 дней после проведения мероприятия. Для того, чтобы сроки соблюдались и контент оставался актуальным, поступать на модерацию материала должны с учетом времени на обработку их модератором. Это в среднем 1-3 рабочих дня. Также желательно выдерживать некоторую периодичность в материалах, чтобы шло равномерное наполнение страниц. Здесь имеется в виду, что разом высылать на модерацию 10 материалов и затем не публиковать ничего длительный период, это тоже неправильно. Тематика размещаемого контента. Здесь хотелось бы рассказать не только о правильности выбора и написания тематики материалов, но и о самих текстах, а также правильности выбора рубрики материала. Вот с этого мы и начнем, с рубрики для материала. Насколько важно выбирать правильно рубрику. Новости – это анонсы мероприятий, те события, которые вскоре состоятся, и сообщения о каком-либо важном факте. Выпуск книги, присуждение звания, поздравление с юбилеем, приглашение на предстоящую презентацию.
Это короткий информативный анонс. Галерея событий. Это подробные текстовые фотоотчеты о мероприятиях, которые уже состоялись. Остальные разделы – статичная информация о работе библиотеки, услуги, клубы, филиалы, контакты и так далее. Вот. Иногда информацию о состоявшихся заседаниях в клубах отправляют, например, в категорию клубы, а не в галерею. То есть событие произошло, материал должен отправляться вот в галерею прошедших событий, но по ошибке их отправляют в клубы. Соответственно, информация не попадает в нужный раздел, и модератор, конечно, исправляет, но тем не менее это ошибка. Часто в «Приглашаем посетить» разделе, не в его даже подразделах центры, клубы, музейные комнаты, а в сам раздел «Приглашаем посетить» публикуют анонсы очередных заседаний клубов. Это неправильно, в этих разделах их никто не увидит. Модератор, конечно, исправит, но, как уже говорилось выше, в перспективе дальнейшего развития портала автономное участие каждой ЦБС, то есть публикация в будущем будет полностью, хозяевами будут ЦБС, редактора уже не будет. Поэтому очень важно учиться правильно определять и проставлять рубрику материала, который публикуется на портале. Теперь тематика мероприятий. Прежде всего, при взгляде на подготовку и проведение любого мероприятия следует исходить из того, как оно отвечает целям и задачам библиотеки. Любые мероприятия, как для детей, так и для взрослых, должны носить образовательный характер. Просветительская деятельность клубов для взрослых, как правило, ограничивается весьма опосредованными темами: садоводство, церковь, рукоделие. Старайтесь расширять кругозор своих читателей. Контент всегда должен быть связан с продуктом, он должен доказывать, что вы специалист в своей области и можете привлечь к ней аудиторию. Пишите о том, чем вы интересны как библиотека и чем формат вашей работы может привлечь современных читателей. Отслеживайте логическую связь внутри текста. Обязательно думайте, для чего и для кого вы пишете текст. Что вы хотите от новости? Чтобы пришли на мероприятие люди? Пишите «Приглашаем всех желающих». В качестве кого вы хотите их видеть? В качестве участников конкурса или в качестве болельщиков? Бывают существенные недочеты, например, конкурс. В новости не указано, а мероприятие закрытое, и участники уже приглашенные или набранные. Информацию необходимо писать четко, не заставляя читателя додумывать. Важно указывать свободный вход или платный, адрес и время мероприятия, для кого это мероприятие будет организовано и что на нем будет. Про посещаемость мероприятий в тексте. Это часто бывает лишняя информация, которая играет не в пользу библиотеки. Если мероприятие посетили 12 человек, не нужно об этом писать. Вот если идет счет на сотни, тогда да, лучше даже округлить для солидности. Мероприятие посетили более 100 человек, например. Обратите внимание, обычная статистика в тексте не нужна. Далее у нас библиотека и мероприятия. Заявляя о мероприятии, вроде семинара, нужно рассказывать о сути мероприятия, о цели и о том, что интересного на нем обсуждалось, какие решения были приняты, а не только общие фразы. Если мероприятие не сугубо библиотечное, приняли участие в городском празднике, например, то нужно указывать, какое отношение имеет библиотека к этому мероприятию. Или она является одним из организаторов, или принимает участие с докладом, или библиотекарь участвует как слушатель, или библиотека представляет место для проведения мероприятия. Более того, о роли библиотеки в таких мероприятиях нужно говорить в начале текста. Наиболее важная информация в материалах про библиотечные формы работы, книжные выставки, обзоры литературы. Одна из ошибок, когда в тексте о них не пишется совсем или пишется только в подписи к фото, а в тексте ни слова. По-прежнему забываем, что мы библиотекари, и если пишем о комбинированном мероприятии, то именно о библиотечных формах пишем вскользь.
Например, мероприятие с песнями, с танцами сопровождала книжная выставка. Точка. А вот как раз о книгах и чтении писать наша основная задача. О песнях и танцах напишут клубные работники, они в этом более компетентны. Кроме того, необходимо писать, что на мероприятиях и выставках было предоставлено, а не просто указывать их название. Для примера можно посмотреть на сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики, как описываются выставки. Делать так масштабно это не обязательно, но и неверно ограничиваться лишь названием выставки. Теперь о мероприятиях для библиотекарей немножко скажу. Сейчас портал больше ориентирован на пользователей, поэтому если вы подаете новостной материал или пост-релиз в галерею событий, то эти материалы должны подаваться несколько иначе, если это мероприятие для библиотекарей. Например, чем обсуждаемая на таком мероприятии тема будет интересна читателю, или что-то очень интересное в фондах содержится и используется в работе, может быть, обсуждается уникальность библиотеки. Просто вот такая узкоспециализированная информация не всегда понятна и интересна читателю, это тоже нужно учитывать. Теперь о самих текстах. Заголовок. Это название материала, его главный тезис. Очень важно, чтобы в заголовке отображалось полное название мероприятия с указанием, где оно прошло или будет проходить. Например, заголовок «Обо всем на свете». Это неверный заголовок. Должно быть «Библиотечный урок обо всем на свете в Ишурботинской библиотеке», то есть более развернутые заголовки. Заголовки для общереспубликанских, общероссийских акций, например, Международная акция «Читаем детям о войне» или «Библионочь 2020». У всех участников этих акций названия одинаковые. Поэтому, когда в ленте 3-4 и больше материалов об акции на главной странице портала, это не совсем хорошо. То есть сельские библиотеки провели у нас «Библионочь», и у нас идут списком «Библионочь 2020», и списком идет перечисление библиотек. Нужно либо перефразировать такой заголовок, либо добавить заголовок указания, где будет проходить мероприятие. Например, «Библионочь 2020 в Завьяловской библиотеке». Ну вот у нас здесь как раз на слайде про «Библионочь» заменяют названием и «Библиосумерки», дополняют в какой библиотеке сельской, например, прошло мероприятие. Вот. В конце заголовка точка не ставится, мы тоже это помним и учитываем, то есть в конце заголовок точки у нас нет. Если мероприятие посвящено какой-то личности, то имя должно быть заявлено в заголовке. Часто оно появляется лишь в основном тексте, а когда читатель добирается до основного текста, правильно, примерно с третьего клика. Например, заголовок «Интерактивная игра «Хранитель мудрости». Этот заголовок ни о чем не говорит пользователю. Очень обобщенный заголовок и название текста. Заголовок в данном случае должен выглядеть так: «Хранитель мудрости. Интерактивная игра к 120-летию со дня рождения С.И. Ожегова». То есть это более полный уже будет заголовок. Далее основной вводный текст. Вводный текст должен содержать следующую обязательную информацию. Когда проходит мероприятие, дата и время выделяется полужирным шрифтом и цветом бордовый. Где проходило или будет проходить мероприятие, это обычный шрифт. Какое мероприятие проходило, эта часть текста выделяется полужирным мероприятием. Также во вводный текст можно добавить, для кого проводится мероприятие, в рамках какой программы, в честь какого события, посвящено тому-то и так далее. Все лирические отступления, комментарии, подводки к теме мы отправляем в основной текст. И еще очень важно сказать о том, что вводный текст не должен быть слишком большим по количеству слов. Не более 20 слов вводного текста. Это позволяет тексту технически не уползать под картинку в новостях на главной странице, а также и на общих страницах в разделе новостей и событий. То есть, если у вас вводный текст более 20 слов, модератор будет его сокращать. То есть, что-то из него убирать, это время, это
лучше делать в самой библиотеке, научиться правильно все-таки вводные тексты, краткие, ну и достаточно, чтобы в них была информация. Основной текст. Сокращения МБУК, ГУК и другие аббревиатуры используем только в разделах с официальной информацией. Это контакты, филиалы. В текстах для читателей стараемся их не использовать, так как это значительно затрудняет восприятие текста. Ну, например, МБУК Вовожская ЦБС объявляет конкурс. Это неправильно. Правильно, Вовожская ЦБС объявляет конкурс. Даты. Если у вас долгоиграющее мероприятие, то не забывайте дату указывать во вводном тексте. Пример: в Граховской районной библиотеке открылась книжная выставка, посвященная столетию государственности Удмуртской республики. Читатель что подумал? Ну, открылась и открылась. Может, открылась и сразу закрылась, ну кто знает. А она, оказывается, будет работать до конца года еще. И ваша задача пригласить на нее читателей, а читатель об этом узнает только в конце основного текста. Именно там указана дата у автора, а может и не дочитать до конца текста. Поэтому правильно будет указать: до 30 декабря в Граховской районной библиотеке будет работать книжная выставка, посвященная столетию государственности Удмуртской республики. Инициалы и фамилии. Пишем правильно. Сначала имена, инициалы, затем у нас пишется фамилия. Инициалы пишутся после фамилии только при составлении библиографии алфавитных списков, так как поиск в этих случаях ведется по буквам фамилии. В остальных случаях инициалы пишутся до фамилии. Вот пример приведен. Неправильно Иванов, мы пишем правильно Иванов. Между инициалами обязательны пробелы. Это не аббревиатура. Мы не пишем Владимир Галактионович слитно. То же самое с инициалами. Заглавные буквы, вот еще хотелось бы сказать, в званиях, чинах, названиях и прочих очень часто используются без надобности, с перестраховкой. То есть пишем заглавные буквы там, где должна быть прописная. На самом деле даже слово «президент» по отношению к главе государства пишется с маленькой буквы. Исключением является употребление его в официальных только документах: указ, закон, государственное распоряжение и так далее. Уточняйте, где нужна прописная буква, а где достаточно строчной. Вам в помощь словари и учебники, а также сайт Грамота.ру, где можно поискать информацию среди опубликованных ответов через поисковик. Делайте перекрестные ссылки, очень важно тоже. Если вы пишете новость об очередном заседании клуба, например, дайте ссылку на материал о клубе в разделе «Приглашаем посетить». Или рассказывайте о мероприятии в рамках какого-то цикла или конкурса. Дайте ссылку на общую новость. Как говорится, движение – жизнь. Пусть читатели ходят по страницам, переключаются, знакомятся с разделами, а вы тем самым повышаете показатели своей статистики. Тире и дефис. Одна из наиболее частых ошибок, которую исправляем регулярно. Вместо тире дефис и наоборот. В текстах мы используем короткое тире и дефис. Длинное тире мы не ставим. Короткое тире ставится между словами и цифрами и отделяется от них пробелами. Набрать на клавиатуре короткое тире можно с помощью комбинации одновременном нажатия клавиши Alt и клавиши 0150. Дефис – это орфографический знак в виде короткой черточки, который ставится между двумя частями одного слова и пробелами не отбивается. Дефис проставляется всегда с клавиатуры. Правила правописания, основные правила русского языка можно найти в словарях и учебниках по правописанию. И также все-таки порекомендую, если быстро, то можно это посмотреть на сайте грамота.ру. Кавычки и буква Ё – тоже наболевшая тема. Во всех случаях используются кавычки типа елочки. Вот они у нас на слайде, елочки. И лишь внутри фразы, заключенной в кавычки, употребляются кавычки лапки. Например, презентация книги, вот например, приведем: «Крестьянское искусство. Солнечный миг в нашем селе». То есть кавычки елочки у нас идут в названии презентации, а внутри уже названия
Если идет что-то еще с кавычками, тогда проставляются лапки. Так. Просьба обратить на это внимание. Да, на самом деле очень часто встречающаяся ошибка, наиболее, наверное, тоже встречающаяся, вот именно с кавычками. И в подписях к фотографиям тоже не забываем, что у нас действуют те же правила. Буква Ё. Большинство ЦБС уже не имеют такой проблемы написания текстов через букву Е. Мы не используем букву Ё на портале совсем. Ну, исключением являются имена собственные, фамилии, названия городов. Вот. В остальных случаях буква Ё у нас не используется. Фотографии к материалам. Тоже очень интересная тема. При подготовке материала и мероприятия задумайтесь о том, как будут расположены участники в месте проведения. Главное — это хороший свет и ровно поставленный кадр. Фотографируя, старайтесь сверить и выровнять края фотографии по какой-либо опорной плоскости, чтобы у вас вот фотография не наклонялась в ту или иную сторону. Линия потолка, высокий шкаф и тому подобное. То есть смотрите, как вы будете по отношению к этим предметам. Ходите во время мероприятия, снимайте с нужных ракурсов и расстояний. Против окна не снимают никогда, потому что фотографии будут засвечены, или вот как на фотографии, по крайней мере, окно занавешено. То есть тут не засветилась по этому поводу фотография. Когда делаете фотографии к мероприятию, обратите внимание на то, что и как вы снимаете. Формат, тематика, актуальность снимка, как и в каком виде увидят себя на фото ваши читатели и сотрудники. Если вы снимаете сцену из большого зала, встаньте, выйдите в проход, ближе к сцене. Не снимайте сидя поверх голов зрителей, это занимает большую часть кадра, на них падает вспышка, а сама сцена становится в композиции обычным побочным элементом. Вот пример приведен, тут тоже вот спины, тут затылки, и сам вот экран, он уже побочный, то есть такая вот неудачная фотография. Эстетичность фото. Часто можно видеть на фото затылки, вот как раз таки спины, иногда даже другие части тела. Неэстетичные позы, куча одежды. Предупреждайте участников, что снимаете. Делайте больше фото, не одно, не два, чтобы потом можно было отобрать что-то для материала более привлекательное. Превью. Фото нужно подбирать такое, чтобы оно как-то отображало суть мероприятия. Если это галерея событий, возьмите фото с мероприятия, сюжетное, интересное. То есть это я про главную фотографию, про первую. Вот. Теперь немножко по размерам и формату фото. Во вкладку изображения, где идет самая главная фотография превью, выбирайте, пожалуйста, информативные фото, отражающие суть вашего мероприятия, желательно с крупным планом, без мелких фрагментов, без текста мелкого. Формат фотографий должен быть строго 4:3, размер фотографии 480 на 360, потому как в таком виде он наиболее оптимально отображается в ленте событий. При загрузке галереи не ужимайте фотографии. Большая к вам просьба. Размер их должен быть не менее 1024 на 768, это формат 4:3. Не забывайте делать подписи к фото. К этим коротким подписям действуют те же правила, что и при написании основных текстов. Кавычки, тире, дефисы, правильное написание инициалов и так далее. Обращайте на это свое внимание, приходится, потому что регулярно это править. И теперь общие рекомендации. В ситуации, когда один и тот же текст публикуется на вашем официальном сайте библиотеки, например, да, ЦРБ имеет часто свои сайты, и этот же сайт вы закидываете на портал, то есть для модераторов, чтобы отмодерировали и опубликовали, то в таком случае один из текстов поисковиками воспримется как дубль, это обязательно. И это минус в плане оптимизации для поисковых систем, поэтому пишите вводный текст, который будет отличаться от текста на основном вашем сайте. То есть они не должны быть прямо копия одинаковая.
Обязательно просматривать, в каком виде материал отправлен на модерации и как опубликован впоследствии на страничке уже портала. Отслеживайте ошибки, смотрите, что изменилось в тексте и фотографиях, что изменилось в результате обработки модератором. Даже если вам материал не возвращался на доработку, все равно откройте и посмотрите, это ваш опыт в дальнейшем. Внимательно читайте комментарии от редактора. Делать это нужно для того, чтобы не повторять одни и те же ошибки и совершенствовать свои навыки. Помимо озвученных сегодня рекомендаций и примеров по улучшению качества оформления и содержания текста, можно выделить несколько пунктов буквально, которые могут помочь в повышении уровня качества написания контента. И главными критериями для успешного ведения страницы для вас должны стать: первое – это активность, то есть частота и регулярность появления сообщений, тематика материалов, этому тоже особое внимание нужно уделить, качество публикаций, польза, увлекательность, достоверность, грамота, стилистика, соответствие интересов целевой аудитории и так далее. Старайтесь сделать контент разнообразным. Пишите не только статьи, но и записывайте видео, создавайте презентации, проводите вебинары. Таким образом вы задействуете разные каналы распространения контента, повысите вовлеченность и интерес читателей. Технические возможности портала позволяют публиковать разноплановый материал. И, как показывает статистика, материалы необычного формата с разнообразными медиадополнениями имеют большее количество просмотров, что также увеличивает статистику и интерес к вашей страничке. Разработайте свой фирменный стиль. Строгая модерация материалов на портале проводится для приведения их к условно единому образу и стилистику. Но однако каждая библиотека имеет право на узнаваемость, и в обновленной версии портала функциональных возможностей для создания своего уникального стиля стало намного больше. Фирменный стиль – это маячок, по которому вашу организацию легко запомнить и выделить. И еще немного о стиле и стилистике написания материалов. Текст о мероприятии всегда должен быть выдержан в сдержанном новостном стиле. Описывая эмоции участников, лучше приводить их прямые высказывания, не использовать просторечий и сленга. Эмоциональная окраска мероприятия должна быть передана в большинстве случаев с помощью фотографий. Развивайтесь не только в области написания текстов. Визуальная составляющая является важнейшим фактором восприятия на всех этапах мероприятия, в том числе в подготовке рекламной афиши, проведения фото и видеосъемки, превью и прочих печатных материалов. Одного семинара не хватит, чтобы объяснить все принципы создания успешного и полезного контента. На данный момент наша задача – обеспечить взаимоудобную и эффективную работу в рамках нашего ресурса, потому как сделать его более современным и актуальным сможет только работа, конечно же, с обеих сторон. На сегодняшний день библиотеками накоплено достаточное количество практического опыта, и поэтому официальные интернет-ресурсы, которые имеют ЦБС, социальные сети и блоги, а также участие в корпоративном ресурсе, рассматриваются уже как неотъемлемая часть повседневной работы. Необходимость и обязательность использования интернет-инструментов в продвижении библиотеки требует практических навыков и понимания того, как именно работают механизмы соцмедиа формирования позитивного имиджа учреждения культуры. Для этого мы проводим образовательные семинары и консультации, обмениваемся опытом и пополняем знания свои и ваши, конечно же, в том числе. Заключение. И в заключение хотелось бы еще раз немножко подытожить информацию. Каждый руководитель библиотеки-участницы должен четко понимать цель участия на едином портале. Какие преимущества дает корпоративный ресурс? Опыт, продвижение, знания, показатели статистики. И, исходя из понимания целей, повышать эффективность участия и взаимодействия, чувствовать себя на портале хозяевами,
продвигать сельские библиотеки, которые благодаря порталу имеют возможность продвижения в интернете на безвозмездной основе, не имея собственных сайтов и прочих интернет-ресурсов. То есть это где-то даже может быть единственный шанс такой вот заявить о себе в интернете для сельской библиотеки. Дайте им такую возможность. Грамотная работа с контентом. Главная составляющая развития библиотеки на портале. Сюда же плюсом активность и регулярность наполнения. Все необходимое для этого со своей стороны мы предоставляем: справочные материалы, индивидуальные консультации, рекомендации, семинары. Перспективы передачи портала в автономную работу, самостоятельную работу каждой из библиотек остается актуальным. Поэтому, насколько вы сейчас научитесь грамотно и свободно работать, размещать материалы, зависит ваше благополучное и эффективное участие в будущем. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.